Вот и подошел к концу 2024 год. Пора подводить итоги. В этом году сделано многое. Продолжается реализация крупных проектов, ведется подготовка к празднованию Эссе Халанхо 2027 года. Уже трижды глава района побывал в зоне проведения специальной военной операции, куда доставил ценный груз. В районе продолжается строительство социально важных объектов, школы искусств в городе и школы Селенатора. Заложены средства на начальный этап строительства домов культуры в селах Нюя и Бичинча и спортивного зала в селе Дорожный. Обо всем более подробно мы расскажем прямо сейчас. Бюджет Ленинского района социально ориентированный. Несмотря на сложности с поступлением в казну налоговых отчислений, справляться со своими обязанностями пока удается. И в этом году сохранены все социальные выплаты. Также удалось решить проблему с завозом нефти, сохранить тепло в поселке Витим. Из бюджета района на эти нужды было выделено 116 миллионов рублей. Продолжается работа над выплатой коммунальных услуг, что является весомой поддержкой для ресурсоснабжающих организаций. Районные власти продолжают поддерживать семьи участников специальной военной операции. Мы руководствуемся базовым указом главы республики, и те нормы, которые они определены в указе, у нас исполняются в полной мере. Кроме этого, у нас есть поддержка на уровне муниципалитета, это в том числе и бесплатный проезд, и отдельные поддержки мы оказываем в части проведения ремонтных работ по заявочному принципу. Кроме этого, у нас есть поддержка материальная, это по участникам, которые выходят добровольцы, это 100 тысяч мы с бюджета выделяем. Конечно, к сожалению, есть у нас и погибшие ребята, да, и здесь мы тоже не оставляем семьи с этой проблемой. И с бюджета мы тоже оказываем материальную помощь в размере 300 тысяч рублей. Кроме этого, оказывается гуманитарная помощь самим бойцам, находящимся в зоне СВО. Несколько раз глава района лично побывал в зоне проведения специальной военной операции, крайний раз в преддверии Нового года. Он снова передал бойцам важный груз. Это 26 заявлений у нас поступило тоже по спецтехнике. И мы в этом году планируем также оказать эту помощь. Этот год был непростым. Пожароопасный сезон проходил напряженно. 2 раза в районе был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с приростом лесных пожаров. Объявлялся набор неравнодушных граждан, добровольцев на их тушение. Владимир Мотькин был одним из них. Молодой человек рассказал, что никогда не сталкивался с данной задачей. Но ситуация с задымленным городом сподвигла его отвлечься от ежедневных дел и помочь пожарным и всем тем, кто в этот момент боролся с огнем. Надоело уже задымление вот это постоянное. Ну и чем быстрее мы с этим справимся, тем быстрее задышим свежим воздухом. Всем мобилизованным был выдан большой рюкзак с предметами первой необходимости: палатки, спальные мешки, продукты питания, аптечки. С каждым подписан трудовой договор о выплате заработной платы. В день она составляла 8,5 тысяч рублей. 5 тысяч выплачивалось добровольцам из казны муниципалитета. За весь период пожароопасного сезона было зарегистрировано более 50 пожаров, термоточек и того больше. Осложнялась ситуация тем, что большинство пожаров были в авиазоне. Было привлечено более 170 человек. На все мероприятия, связанные с этой ситуацией, было выделено 9,5 миллионов рублей. Району оказывал материально-техническое обеспечение, предоставлял провизию и еду. Продолжилась в этом году и газификация населенных пунктов. В первый этап вошли 3 населенных пункта. Подготовительные работы завершены, подведены нулевые врезки в дома. Сейчас мы находимся на этапе определения ресурсоснабжающей организации. Это в части эксплуатации котельных на территории этих населенных пунктов для того, чтобы подключить наши социальные объекты. И сейчас мы ведем работу по подключению жилых домов к газу. Ну и здесь, конечно, правительство тоже помогает в этом плане, слышит и вопросы с территорий, и какие есть проблемные вопросы. Есть вопросы перевода с электрического отопления, да, на газовое отопление. И вопрос дальнейшей газификации населенных пунктов, которые находятся на газовом, скажем так, маршруте Сила Сибири, было объявлено о том, что эта работа будет продолжена. Вопрос по авиаперевозкам и транспортной доступности тоже не остался в стороне. Он является одним из приоритетных. В этом году произошла оптимизация Ленинского аэропорта. Федеральное казенное предприятие аэропорта Севера сокращено более чем на 40% сотрудников. 53 человека остались без работы. В решении этого вопроса помогала тоже районная администрация. Был написан ряд обращений к руководству аэропорта Севера. Принимается ряд мер. Первое, да, то есть это меры по субсидированию. Мы со своей стороны гарантируем, что все работы, которые будут направлены на улучшение, да, то есть и на сохранение текущей базы и трудового коллектива аэропорта города Ленска, с нашей стороны будут все приняты.
В связи с сокращением количества сотрудников аэропорта сократилось и количество рейсов. Сложилась сложная ситуация и с автодорогой Мухтуя. Перевозчик по водным путям тоже увеличил стоимость на свои услуги. И руководству района пришлось решить и эти ситуации. В текущем году договорились с компанией «Алроса», за что им отдельное спасибо в части дополнительных рейсов по маршруту Ленск-Мирный. Рейс был субсидирован, составлял порядка 5000 рублей, да, что сравним с наземным транспортом, но время в пути это гораздо меньше и комфортнее, скажем так. И в этом направлении мы в следующем году продолжим работать. Кроме этого, мы направили предложение в компанию, в иркутскую компанию, да, авиаперевозчиком, который сегодня является, да, для того, чтобы нам постараться увеличить и уменьшить стоимость по направлению Ленск-Якутск. В Ленском районе уже на протяжении нескольких лет стоит острая проблема нехватки кадров в здравоохранении. На уровне района разработана программа по их привлечению. Прибывшие в район медики получают подъемные. Им предоставляется служебное жилье или же производится оплата съемного. В этом году социальная выплата составила 1 миллион рублей. Ее уже получили 4 прибывших в район медика. На сегодня все эти специалисты приехали, 4 специалиста по линии здравоохранения. Сертификаты на сегодня выданы и выплачены. К сожалению, у нас сегодня рынок вторичного жилья, он забит, скажем так, да, он в дефиците, его не хватает. Но, тем не менее, мы сегодня порядка 7 квартир предоставили медикам. И в этом году у нас в рамках программы управления имуществом оторговали мы строительство 37-квартирного дома. Вышел подрядчик, надеемся, что к концу следующего года мы этот объект постараемся завершить. И это позволит нам решить вот как раз нехватку кадров. За счет средств района уже несколько лет ведется обучение медицинских сестер и фельдшеров. В этом году впервые была набрана и группа будущих лаборантов. Лабораторному делу девушки обучаются за счет муниципальной программы, бесплатно. В районе на данный момент большая потребность в этих специалистах. Набрана группа из 7 человек. Также продолжается обучение и медицинских сестер. В 2026 году состоится очередной выпуск. Еще 24 специалиста пополнят ряды работников здравоохранения. Среди них медицинские сестры, фельдшера и лаборанты. Получают подъемные в размере 300 тысяч рублей и молодые специалисты, выбравшие работу в образовательных учреждениях Ленского района. Неожиданный предновогодний подарок получили 6 молодых педагогов. Присутствовать лично на торжественном вручении подъемных все не смогли, но большинство все же получили из рук главы района сертификат на социальную выплату. В этом году сумма увеличена вдвое. В прошлом подъемные составляли 150 тысяч рублей. Да, все муниципалитеты сейчас работают на привлечение кадров. Кадров у нас не хватает во многих отраслях, в том числе и бюджетной сферы. Ну, отрадно, что вы вот работаете у нас в наших детских дошкольных учреждениях, работаете с детьми. Вот. Ну и, конечно, тоже дорого стоит. Ну и с спортивными, конечно, тоже достижениями наш район тоже славится. Достаточно серьезные показатели в этом году и в прошлых годах. И мы делаем большой такой задел на будущее, для того, чтобы у нас были достаточно высокие показатели. В этом году в педагогический коллектив нашего района влились Парасковья Ющенко и Ксения Остапец. Девушки приехали в Ленский район 5 месяцев назад. Парасковья из Хангаласского улуса, а Ксения из столицы нашей республики. Обе работают в детских садах музыкальными работниками. Мы приехали с Парасковьей Дмитриевной сюда работать, в Ленский район. Как бы я узнала о городе Ленске. Мне посоветовали здесь вакансию, и я решила попробовать. Я позвала с собой подругу. Мы как раз-таки заканчивали вместе. Девушкам муниципалитет оплачивает аренду жилья. Сегодня им вручены и подъемные. Нам предоставили сразу все удобства, квартиру, работу. Вот, квартиру нам сняли в центре города, и до работы недалеко. Поэтому мы решили воспользоваться шансом и начать, так сказать, взрослую жизнь. Это самый большой подарок для меня за всю мою жизнь. И поэтому я также решила оставить на будущее, потому что, мне кажется, в дальнейшем эти деньги пригодятся. И работа очень нравится, коллектив хороший, люди замечательные, дети. Я очень уже привязалась к ним всем, и поэтому думаю остаться. Пока что так. Такая мера поддержки очень важна для района. Она действует уже не первый год и является хорошим подспорьем в вопросах привлечения и сохранения кадров в образовании. Продолжается в Ленске строительство детской школы искусств. Завершить работы планируется в сентябре следующего года. К сожалению, подрядчик столкнулся с определенными проблемами в части нехватки финансовых средств. Мы находимся в плотном контакте с ними. На следующей неделе намечен совещание с приездом подрядной организации.
и привлечением дополнительной субподрядной организации для того, чтобы объект завершить. Продолжается развитие отдаленных населенных пунктов. В этом году в поселке Пеледуй открыли новый спортивный зал. Идет строительство стадиона. Также стадион появится и в поселке Витим. В этих населенных пунктах начато и благоустройство скверов. Свыше 600 миллионов мы направили на полномочия поселений для реализации инфраструктурных проектов, в том числе и строительство отдельных объектов, как вы говорите, спортзал, стадионы. Сделали мы в этом году, скажем так, привели в нормативное состояние дорогу Витим-Пеледуй, и в следующем году мы продолжим ее поддерживать в том нормативном состоянии, в котором она должна быть. Что касается проектов на следующий год, мы в бюджете предусмотрели порядка 90 миллионов на поддержку продолжения строительства отдельных проектов по поселениям. Кроме этого, закончены текущие работы по водопроводам в Чимче и Артанахаре. В следующем году будет начато строительство спортивного зала в селе Дорожный. Начнется ремонт тепловых сетей и котельных в поселках Витим и Пеледуй. Кроме этого, будет выделено 50 миллионов на прокладку оптоволокна до села Талон. В Наторе на стадии завершения находится строительство коровника на 60 голов. В этом году сдвинулась с мертвой точки наболевшая тема отрицательного трансферта. Если бы мы в этом году не достигли бы вот этого решения, мы бы в следующем году, на 2025 год, платили порядка 540 миллионов из бюджета. Этот отрицательный трансфер, как мы его называем, возвращался бы в государственный бюджет. Сейчас эта сумма составляет на 50% меньше. То есть для нас, конечно, это такая небольшая победа, в плане того, что те объемные бюджетные деньги, средства могут пойти на реализацию наших проектов. В этом году Александр Черепанов возглавил новое отделение партии «Единая Россия». Ответственность новая. Много задач ставит перед собой руководитель района. Для меня, как для руководителя района, она должна стать дополнительным механизмом, дополнительным рычагом таким, для решения социально-экономических вопросов. Потому что все-таки нужно учитывать, скажем так, политические моменты в этом плане. И, конечно, мы партию тоже будем подключать для решения насущных проблем. Стала известна одна из радостных новостей. По решению главы республики национальный праздник Исаа Халанхо 2027 пройдет в Ленском районе. Подготовка к значимому событию уже началась. Стартовала разработка дизайн-кода местности для проведения праздника. Жители могут нести свой вклад в создание атмосферы. В рамках подготовки проводится опрос, чтобы учесть пожелания и ожидания ленчан. Архитектурное бюро предлагает выбрать территорию проведения Исаах. Предложено несколько вариантов, из которых нужно выбрать один. Также в вопросе нужно написать достопримечательности, которыми гордится каждый, рассказать о мероприятиях, проводимых в районе. Предлагается также оценить качество инфраструктуры и осветить проблемы. И ответить еще на ряд несложных вопросов. Все ответы будут учтены при разработке дизайн-кода. Участие жителей поможет создать стильное и комфортное место для празднования. В рамках подготовки к республиканскому празднику прошел в Ленске конкурс «Фестиваль души звенящий талисман». На мероприятие съехались участники из разных районов и городов Якутии. Это и представители народного творчества, мастерицы, танцоры, вокалисты. Все они приехали, чтобы показать свое мастерство и побороться за звание лучшего. Все участники, а это более 370 человек, получили грамоты, дипломы, кубки. Главный приз – 250 тысяч рублей достался хомусисту Евгению Сивцеву. Любая высокая награда – это не просто какой-то приз или какое-то звание, нет. Это большой аванс, то есть это задел для будущего, что в дальнейшем необходимо больше работать. Все финансовые расходы, связанные с проведением республиканского конкурса фестиваля, взяла на себя районная администрация. В завершении разговора глава отметил, что год был напряженным. Всех продолжает беспокоить ситуация, связанная с военной операцией. Все с нетерпением ждут ее окончания. Волонтеры, общественники и неравнодушные ленчане помогают бойцам и их семьям. Эта работа будет продолжаться до победы. Глава пожелал жителям терпения, быть сплоченными и работать на будущее и на развитие нашего района. Хотел бы от себя, от администрации Ленского района поздравить всех с наступающим Новым годом, чтобы те плохие моменты, которые были в этом году, остались в текущем году, чтобы в следующем году были только положительные эмоции. Пожелать хотел бы здоровья, настойчивости, достижения поставленных целей, задач, реализации своих планов в полной мере. Ну и, конечно же, хотел пожелать, чтобы берегли себя, семью и были, наверное, более терпимы, что ли, друг к другу, были все вместе, потому что сегодня, еще раз повторюсь, что наше общество должно быть консолидировано. Мы выполняем одну большую, великую задачу.
Всех с праздником.